новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, я рада вновь приветствовать вас в нашей светлой и уютной студии. На календаре сегодня 10 сентября, четверг, и сегодняшняя дата запомнилась в истории как день рождения нескольких известных личностей, чьи имена знает каждый из нас. Актрису Люсьену Овчинникову многие помнят и любят по фильму «Девчата». Фильмографию красавца Игоря Костолевского, пожалуй, не стоит перечислять. Лариса Долина, также рожденная 10 сентября. А из ранее родившихся в этот день стоит упомянуть Феликса Блоха, физика и нобелевского лауреата, Вольфа Мессинга, телепата, ясновидящего, и, конечно же, Карла Лагерфельда, дизайнера и модельера. Возможно, у кого-то из вас сегодня знаменательное событие. Пишите нам об этом на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы обязательно вас поздравим в прямом эфире. А вообще, я думаю, что это время года, начало сентября, это самый лучший период для празднования дня рождения, юбилея, свадьбы, потому как погоды стоят нынче чудесные, пока еще тепло и солнечно, как, например, сегодня в Якутске. А какая погода будет по всей республике, давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах составила 3-4 градуса тепла. Днем там ожидается 17-18 градусов. В Заречье утром было плюс 3, плюс 7. Дневная температура 16-18. На юге улусов, на юге нашей республики температура воздуха состояла плюс 8, плюс 11. А днем ожидается 16-18 градусов тепла. В Вилюйской группе улусов плюс 5, плюс 8 – это утренняя температура, а дневная 10-17. В Нижнеленских улусах в 6 часов утра было плюс 1, плюс 4. Днем ожидается 16-15. На западе плюс 7, плюс 11 – это дневная температура, это утренняя температура, простите, а дневная 9-15. В Колымо-Индигирских улусах 3-8 градусов тепла было в 6 часов утра, а днем ожидается 7-14. В Вянских улусах утром уже стояла минусовая температура минус 1, плюс 6, а днем ожидается 10-14. На северо-западе плюс 5, плюс 7 это утром, а днем 9-12 ожидается. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 1 градус тепла. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, и днем ожидается 18-20 градусов тепла. А я рада представить вам нашего первого гостя. Это исполняющая обязанности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям нашей республики Надежда Махначевская. И поговорим мы о народных дружинах. Доброе утро, Надежда Вячеславовна. Расскажите, пожалуйста, о новом виде поддержки народных дружин. Ну, вообще, я хочу начать с того, что в последние годы и в стране, и в республике у нас достаточно активно поддерживаются активные граждане, их инициативы. И одним из таких примеров является то, что начиная вот с этого года добровольные народные дружины, дружинники, которые у нас всю жизнь, вот буквально, наверное, с 50-х годов прошлого века они у нас работают, да, и они всегда работали на безвозмездной основе. С этого года введена такая мера поддержки, им будет выплачиваться денежная выплата, да, как зарплата за час работы 100 рублей. Ну и они будут обеспечиваться специальной одеждой, форменной одеждой, спецсредствами и так далее, необходимыми для их работы. А сколько в день они могут работать? Сколько часов? Ну, в день мы просчитали по нормативу это 5 часов в день. В принципе, они могут работать меньше, больше. Это зависит от того, в каких мероприятиях они участвуют, в каких
какую задача, работу, какая да, задача, да, какая перед ними задача стоит? перед ними стоит, какую работу они выполняют. Да, на эти средства у нас с госбюджета нынче предусмотрено более 16 миллионов рублей. Средства все доведены это все проходило на конкурсной основе в виде субсидий муниципальным местным бюджетом были доведены. И 21 муниципальный район и 2 городских округа у нас этой мерой поддержки в этом году воспользовались. Мы в этом году посмотрим, как это у нас заработает. И, в принципе, считаем, что и в следующем году эта мера поддержки сохранится. А сколько на сегодняшний день уже дружинников по республике? На сегодняшний день, по информации Министерства внутренних дел, вообще координирует работу дружинников Министерства внутренних дел. И такая мера поддержки как раз-таки была создана по их инициативе. Всего у нас 1810 дружинников. Это 117 народных дружин и одна общественная организация правоохранительной направленности. А куда обращаться к гражданам, которые хотят вступить в ряды дружинников? Что им нужно делать? Да, граждане, они физические лица, это те лица, которые сами изъявили желание о создании народной дружины. Это должны быть не менее 3 человек. Они, значит, собираются, обсуждают, делают протокол о создании народной дружины, делают протокол об утверждении устава, и выбирают своего командира. Следующий шаг, они обращаются в администрацию по месту жительства. В адрес главы все эти документы предоставляют и сопроводительным письмом пишут: рассмотрите нашу кандидатуру по созданию народной дружины, такой-то у нас будет командир. И, конечно же, муниципальное образование, они должны определить территорию, на которой должна работать народная дружина. После того, как они получат положительное заключение от администрации, они направляют свои документы, в том числе и согласие администрации уже в территориальный орган внутренних дел. Территориальный орган внутренних дел тоже проверяет. И проверяет на соответствие, в первую очередь, командира, которого они выбрали, все документы. После проверки территориальным органом внутренних дел все эти документы предоставляются в адрес министра внутренних дел по республике Саха-Якутия. Они включаются в реестр добровольных. А кто может стать дружинником? Дружинником может стать любой человек, достигший 18 лет. И мужчина, и женщина? И мужчина, и женщина. Конечно же, он должен по своим деловым, личным качествам отвечать той работе, за которую он собирается взяться. А мужчина должен ли отслужить в армии? Нет, таких требований нету. В принципе, возраст 18 лет, это уже менее 18 лет нельзя, более 18 лет все можно, от армии и так далее не зависит. Что ж, огромное спасибо за интересную беседу, за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Спасибо большое. А сейчас я предлагаю вам немножко отвлечься и попутешествовать вместе с нашим земляком. Причем Андрей Игнатьев не просто ездит по миру, а готовит авторские трекинг-маршруты. И в настоящее время он находится в Крыму. Следите за его передвижениями у нас в программе, а также на его личной странице в Инстаграме. В 12 часов как раз у нас туман рассеялся, и я смогу пойти на зуб дракона. Наверное, где-то часа 2 подъем. Вот солнце еще уже проглядывает.
Здесь просто шаг, уверенно подошел к краю, просто шагай. Все, ничего страшного. С правой стороны от меня зуб дракона. С него вообще ничего не видно, потому что туман. С этого ракурса открывается хороший вид на пропасть. Я в Хакасии, а это передо мной Туимский провал. Это получается в советское время кто-то копал и выкопал. На календаре 10 сентября и уже как 10 дней наши дети приступили к учебе. Но для многих из наших детей учебный процесс проходит в непривычном формате. Более подробно об этом нам сегодня расскажет Степан Степанов, исполняющий обязанности руководителя отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки нашей республики. Доброе утро, Степан Андреевич. Итак, расскажите, в каком формате в этом году учатся ребята? Доброе утро. Итак, в республике Саха-Якутия в 26 муниципальных образованиях, включая город Якутск, функционирует 43 профессиональных образовательных организаций, где обучается более 23 тысяч студентов. В условиях ограничительных мер по предупреждению распространения опасного вируса, с учетом сложности эпидемиологической ситуации в тех или иных муниципальных образованиях, также с учетом наличия или отсутствия реальной угрозы распространения вируса, Министерством образования и науки разработаны 3 модели организации образовательного процесса с учетом применением дистанционного, традиционного и смешанного формата. То есть с началом учебного процесса чисто в дистанционном формате у нас приступили к работе 7 профессиональных образовательных организаций. Для реализации данного формата чисто в дистанционном виде проведены работы по корректировке учебных процессов. Также организованы методические консультации для педагогических работников по применению электронных и дистанционных технологий. Кроме того, преподаватели из так называемой группы риска, возраст которых свыше 65 лет или имеющих хронические заболевания, они будут переведены на удаленный режим работы. И что касается практики студентов, будут заключены дополнительные соглашения с организациями и предприятиями с учетом новых условий. В традиционном, так называемом очном формате, проводить организацию учебного процесса рекомендовано 2 учреждениям. Это Арктический колледж народов Севера в поселке Черском и Сангарский многопрофильный лицей. То есть это расположенные в районах с благополучной эпидемиологической ситуацией. А остальные 27 учреждений у нас приступили к работе в смешанном формате, то есть с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. И это те учреждения, которые в основном находятся в городе Якутске и в тех населенных пунктах, где численность населения свыше 500 человек. Степан Андреевич, скажите, а как проходил процесс заселения студентов в общежитие? Работа по заселению студентов ведется тоже, несомненно, с учетом всех требований Управления Роспотребнадзора. Численность иногородних обучающихся, которые именно приступят в очном формате обучения, примерно 3697 человек, нуждающихся в общежитии. И с учетом применения дополнительных санитарно-противоэпидемических требований учтены, например, скажем так, расстановки кроватей в спальных помещениях, осуществляются с соблюдением обязательной социальной дистанции. В 13 профессиональных образовательных организациях планируют предоставлять места в общежитии за исключением тех общежитий, где развернуты или действуют обсерваторы или провизорные отделения инфекционных больниц. Здесь у нас установлены будут пропускные пункты с обязательной термометрией,
бесконтактным способом. Обязательно предусматривается антисептическая обработка рук, выдача одноразовых масок и перчаток, ведется отметка в журнале, соблюдается, несомненно, дистанцирование на входе и помещение общежитий. Да? То есть учтены все условия для того, чтобы там не создавать искусственные вот пробки, да, скажем так. Также обязательно медицинские кабинеты, будут установлены бактерицидные лампы в кабинетах, рециркуляторы и развернуты вот пункты, скажем так, временной передержки, изоляции детей. Вот таким образом. А ребята будут учиться, вот те, которые учатся в обычной форме, в привычной нам, они будут учиться в масках? Занятия? Обязательно, да, в масках. Кроме того, каждый студент будет сидеть отдельно на одной парте. Да, будут разделены на подгруппы не более 15-10 человек с учетом вот кабинетных. Да. Также будут прикреплены отдельные кабинеты для групп, остановка парт в зигзагообразной форме. То есть все нюансы все равно учитываются обязательно. Скажите, Степан Андреевич, а сколько ребят в этом году стали студентами средних профессиональных образовательных учреждений? Как много ребят поступило? Так, у нас прием заявлений ведется с 20 июня. И согласно графику, 25 августа завершился прием. Но если есть в наличии свободные места, прием будет продолжаться до 25 ноября. И прием с учетом, да, вот в условиях ограничительных мер у нас в этом году пошел в дистанционном, в электронном виде, да, прием заявлений на портале. И на сегодняшний день зарегистрировано 36 768 заявлений. О, много ребят. Из них, да, скажем так, немало. И более того, скажем, у нас в этом году конкурс большой. То есть такие учреждения, где средний проходной балл равняется 5. Вот, допустим, финансово-экономический колледж. То есть туда будут поступать круглые отличники, скажем так. Что ж, огромное спасибо. Огромное спасибо, Степан Андреевич, за полезную информацию. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. А между тем, спешу напомнить, что кинотеатры Якутии планируют открыться уже 15 сентября. И в первую очередь нам покажут якутское кино, в то время как последние мировые киношедевры можно найти в сети. С некоторыми из них мы познакомим вас в нашем кинообзоре. Быстро в кровать. Поезд в сказку отправляется через 2 минуты. На чем мы? Предлагаем собраться в один из осенних вечеров всей семьей для просмотра душевного и увлекательного кино. Придумал, разумеется. Все мы исходные. Сказка начинается. Главный герой картины – Джиби. Отец-одиночка, чья жизнь вращается вокруг его дочери Софии. Каждую ночь, когда она засыпает, Джиби приводит дочку на фантастическую киностудию «Страна историй». Там оживают невероятные сказочные приключения, где Джиби играет героического прекрасного принца и всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц, одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну забытия. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни. У моей сказки будет хэппи-энд. Ну все, сейчас я покажу вам, кто тут папочка. Папина дочка. Знаешь, почему птица Феникс сидит справа от императора? До сих пор доподлинно неизвестно, имела ли девушка по имени Хуа Мулан, что в переводе значит «цветок магнолии», реальный прообраз. Но в Китае ее знают с VI века, когда была написана поэма «Песень о Мулан», до нашего времени не сохранившаяся. В 50-х, 60-х годах в Китае вышло еще несколько киновариаций на тему, а в 99-м году про средневековую кавалерист-девицу узнали на студии Дисней. Действие нового фильма разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие и
не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. Я Хуа Мулан. Я принесу славу нам всем. Мулан. Прекрасная музыкальная драма, которая была поставлена по мотивам одноименного мультипликационного фильма 50-х годов прошлого столетия, расскажет о любви американского кокер-спаниеля по кличке Леди и бездомного дворового пса Бродяги. За красивой и элегантной собачкой ухаживают многие представители элиты собачьего общества. Однако ей хорошо с Бродягой, бездомным и лохматым псом, над которым все смеются и гонят со двора. В роли главных героев, в отличие от мультфильма, выступают настоящие живые собаки, что обязательно понравится даже самому привередливому зрителю. А прекрасная душевная музыка создаст отличную домашнюю атмосферу тепла и уюта, поэтому прекрасно подойдет для просмотра этой увлекательнейшей картины всей семьей и будет одинаково интересно как для детей, так и для взрослых. А между тем у наших зрителей не перестают возникать вопросы, связанные с получением земельных участков многодетными семьями. Сегодня мы решили ответить на все эти волнующие вопросы и пригласили в нашу студию Марию Георгиеву, начальника отдела муниципальных услуг агентства земельных отношений. Мария, доброе утро. Итак, скажите, на сегодняшний день сколько семей состоят в очереди на получение земельных участков и сколько уже получили? Вообще за весь период действия закона 9800 семей примерно стали в очередь, и более 3700 семей уже получили земельные участки, а остальные, это порядка 6000, еще стоят в очереди и дожидаются очереди. А скажите, вот где именно находятся расположены эти земельные участки и в ближайшем будущем, где они будут находиться у вас? Какие-то планы уже есть же по расположению? Да, большой объем распределения земельных участков был в 2012-2013 годах. В районе села Хатасы, Табага, Тулагина, Кильдянцы, Кангаласы. И планируем распределять по 3 направлениям. Это Вилюйский тракт, Намцирский и Маганский тракты. Там около 1700 земельных участков планируется распределять и уже с подведенной инфраструктурой. А как граждане обращаются, чтобы встать в очередь на получение участков? В очередь встают, подают заявление только в электронном виде через портал муниципальных услуг e-yakutia.ru. То есть со своего кабинета в любое время суток могут зайти и подать заявление. А какие документы необходимы для этого? Подтверждение, что ты многодетная семья, да? Паспорта, свидетельство о рождении детей и непрерывное проживание на территории города Якутска не менее 5 лет. То есть если не хватает регистрации, там, всего 3 года, да, то можно подтвердить другими документами. Это трудовая книжка, заверенная отделом кадров, справка с образовательных учреждений, это школа, либо садик, либо же документ, который подтверждает, что у вас есть объект недвижимости в городе Якутске. А как быстро двигается очередь? Вы сказали, 3000 получили и вот 6 в ожидании, да? Вот как быстро? В течение какого времени можно получить участок? Ну, согласно генеральному плану, утвержденному в 2005 году, были разработаны как раз-таки территории, подготовленные, были предоставлены более 3700 земельных участков. Сейчас готовится новый генеральный план, и согласно которому будут также готовиться территории и распределяться. То есть сперва готовится территория, а потом уже распределяется. Поэтому, то есть в год столько-то точно сказать не могу. А все ли многодетные семьи могут получить земельный участок? Также требование законодательства предусматривает, что непрерывное проживание 5 лет, как вы уже говорили, уже да? сказала. То есть вот эти необходимые документы как бы уже могут стать основанием для того, чтобы получить, чтобы, да, встать в очередь и получить. А если, допустим, семья отказывается или в силу каких-то причин не получает земельный участок, может ли она получить компенсацию денежную? В 2018 году была такая альтернативная программа. Можно было отказаться. Те, которые встали уже в очередь, многодетные семьи, они могли отказаться от предоставления земельного участка и получить удвоенный республиканский материнский капитал, если они до этого ранее не пользовались этим капиталом. Сейчас такая программа не работает. Это до конца 2018 года можно было подать такое заявление. Сейчас вот можно подать заявление на получение земельного участка? Да, конечно. То есть это в любой день, в любое время, в электронном порядке, в электронном порядке со своего кабинета можно подавать заявление. Еще раз напомните, пожалуйста, сайт, куда вот можно обращаться.
e-якутия.ру – это портал муниципальных государственных услуг. Нужно вначале зарегистрироваться, да? Сперва необходимо зарегистрироваться в госуслугах, подтвердить учетную запись, и после этого со своего кабинета можно зайти, подать заявление, можно фотографировать документы, которые необходимы, и предложить. То есть фотографии достаточно, не надо сканировать, Да, ну, чтобы было четко все видно, да? да. Мгм. Что ж, огромное спасибо вам за полезную информацию. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас 10 сентября, четверг, и сегодня в 6 часов утра в городе Якутске температура воздуха составила 1 градус тепла. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается в Якутске 18-20 градусов тепла. В центральных улусах днем ожидается 17-18, в Заречье 16-18. На юге воздух прогреется до 18 градусов тепла. В Вилюйской группе улусов также 16-17, в Нижнеленских 15-16. На западе воздух прогреется до 15 градусов тепла, то есть будет чуть прохладнее. В Колымо-Индигирских улусах 7-14. В Янских улусах 10-14, на северо-западе 9-12 градусов тепла. Это все дневная температура. На этом я с вами прощаюсь, уходим, то есть не прощается программа «Новый день», мы уходим на короткую рекламную паузу, а после несколько мгновений в этой студии появятся мои коллеги Карина и Борислав. Не переключайтесь. Часов как раз у нас туман рассеялся, и я смогу пойти на зуб дракона. Наверное, где-то часа 2 подъем. Вот солнце еще уже проглядывает. Больше никого? Здесь просто шаг, уверенно подошел к краю, просто шагай. Все, ничего страшного. С правой стороны от меня зуб дракона. С него вообще ничего не видно, потому что туман. С этого ракурса открывается хороший